Эффективность фитопрепаратов очень низкая. Да, они могут незначительно седатировать, то есть успокаивать. Фитопрепараты часто могут вызывать аллергические реакции. Нет ни одной зарубежной рекомендации, стандарта или алгоритма лечения психических расстройств, где упоминается применение фитопрепаратов. Зато фитопрепараты доступны, их легко купить в любой аптеке. К чему это ведет? Пациенты с реальными проблемами вместо того, чтобы обратиться к врачу, идут в аптеку, покупают какую-нибудь валерьянку и пьют ее в огромных количествах. Помогает ли она? Нет. Но если вам кажется, что она вам помогает, значит, можно утверждать, что не так все плохо для вас было в вашей жизни изначально. И это просто эффект плацебо. Но намного чаще бывает такое, что пациент мучается, усердно глотает фитотаблетки, пьет чаи с ромашкой, а на самом-то деле просто нужно было обратиться вовремя к специалисту, к врачу-психиатру и получить адекватное лечение. Примеры фитопрепаратов. Есть такие цветы доктора Баха. Уже звучит как музыка, согласитесь? Это гомеопатический растительный препарат от всех болезней. Если верить тому, что написано, то они буквально от всего-всего на свете. И может сейчас выстроиться целая армия людей с возражением, что они действительно работают. Но это все же эффект плацебо. Плацебо – это не только пустышка без какого-либо эффекта для человека, а еще и слова, ритуалы, символы, смыслы. Все это активно воздействует на мозг пациента. Клинический эффект плацебо предопределен нашим строением мозга. Правая часть средней лобной извилины – это зона веры, и нашему мозгу очень нравится верить. Но я могу в целом понять тех, кому хочется верить в лечение травами. Есть, например, набор капель доктора Баха. Цена где-то от 25 рублей до 200. Производители заявляют, что показаниями являются повышенная нервная возбудимость, неврастения, бессонница, нейроциркуляторная дистония. Чуть ли не каждому второму можно, казалось бы, прописать. Механизм действия указан же следующий. Оказывает успокаивающее действие, снижает частоту и увеличивает силу сердечных сокращений, проявляет гипотензивные свойства. Абсолютно непонятно, каким же образом он оказывает это успокаивающее действие. Возможно, некоторые люди могут отметить улучшение состояния, снижение тревожности на фоне приема препарата. Но тут очень большой вопрос, это действие вещества или все же это эффект плацебо. Точно сказать никогда нельзя. При наличии же стойкой тревожности, бессонницы обратитесь к врачу, который назначит вам более адекватное лечение. Следующий герой – это гинго билоба. Еще в XIV-XVI веках применение экстрактов гинго билоба назначалось для лечения заболеваний легких и кожных заболеваний путем местного применения. Сегодня гинго билоба, скажем так, популярный препарат для улучшения работы мозга. Торговые названия препаратов – это Тонакан, Гингоум, Мемоплант, Билобил, Гингиум, Гинос. В последних исследованиях ученые не обнаружили разницы между гинго билоба и плацебо. Любой фитопрепарат можно разобрать аналогичным способом, с примерно одинаковыми выводами. Исключение, наверное, все-таки надо отметить, что это препараты зверобоя. Сейчас идет активное изучение, но пока в западных странах они не рекомендованы к использованию для лечения чего-либо.